Добрый день, дорогие друзья! Хайырлы күн, достар! Рады видеть вас на нашем канале. Продолжаем изучать башкирский язык через ситуативные видеосюжеты, где персонажи используют наиболее активную лексику и уточняют сложные моменты. Прежде чем приступить к изучению сегодняшней темы, повторим некоторые моменты предыдущего урока. На прошлом занятии мы научились определять цвет, форму и размер. Түс – цвет, ак – белый, кара – черный, кызыл – красный, хары – желтый, яшель – зеленый, кук – синий, зянгер – голубой, хоры – серый. Также вам понадобятся следующие слова. Кыска – короткий, тар – узкий, кин – широкий, зур – большой, бәләкәй – маленький, насар – плохой, ямхет – некрасивый, матур – красивый, модала – модный, искиткис – превосходный, юка – тонкий, калын – толстый, елы – теплый. А сегодня мы с вами будем говорить о важном и о вечном, о времени. Но для этого нам нужно знать числа. Давайте изучим их. Азалия, мы сегодня с тобой будем играть и изучать числительные. Каждый цвет означает определенное число. Бер, ике, үз, дүрт, биш, алты, жеті, егер, туғыз, он бір, 12, егерме, егерме бір, утыз, қырық, илле, алтмыш, жетмеш, сексен, тоқсан, жүз, 200, мең. Азалия, давай теперь сама попробуй составить числительные, используя эти подсказки. 62, 13, 88, 24, 2000, Мең. 771. Афарин, Азалия, давай теперь поиграем. Я буду класть карточки, а ты попробуй их прочитать. Давай. 88, 22. Бик яхшы. Теперь так. 11 И 64. у тебя очень хорошо получается. В башкирском языке очень много читалочек с числительными. Давай попробуем одну из них запомнить. Давай. Бер, ике, үз, 1, 2, 3. безден қолда көз. Bizden kulda көз. Дүрт, биш, алты, 4, 5, 6. хинен қолың алтын. Hinen kulun altın. Ете, хигет, туғыз, 7, 9. күслі хет булығыз. Көслі көз bulağız. Хез булығыз. Hez bulağız. Унға теклем шулай, 10'a teklem şulay. ханап та қойығыз. Hanap da koyuyoruz. Қойығыз. Koyuyoruz. Афарин. Уже 3 часа, мне пора. Кстати, я уже знаю, как будут на башкирском числительные. А как сказать 3 часа? Сағат үз. Сагат өз. А как сказать 5 минут 4-го? Чтобы узнать время первой половины часа, нам нужно знать порядковые числительные. Первый, второй и так далее. Давай узнаем, как они образуются. Бер, беренсе, ике, икенсе, үз, үсінсе, дүрт, дүртінсе, биш, бишенсе, алты, алтынсы, еті, етінсе, хигет, хигеденсе, туғыз, туғызынсы, он, онынсы, он бір, он бірінсе. Азалия, давай потренируемся. Мәсәлән, например, 11-се 10 минут. Я 10 сағат 10 минут. 9-сы 20 минут. Я 2 сағат 20 минут. Азалия, сағат несі?
Алтынсы 15 минут. Икенче төрле? 5 сағат 15 минут. Афарин. Хәзер сәгать ничә? 4 10 минут. Это правильное время? Әйе. Ой, я опаздываю, мне пора. Хау был Назгуль. Хау була Зәлия? Мы узнали, как определять время первой половины часа. А для того, чтобы определить время второй половины часа, нужно знать выражение «минуттан» без скольки-то минут. Например, «биш минуттан ике», без 5 минут 2. Например, «алты минуттан бер» или по-другому «унике сагат» или «дурт минут». «Ундурт минуттан биш» или по-другому «дурт сагат 46 минут». Теперь посмотрим следующий ролик и закрепим тему. Алло, һин кайда? Сәгать 15 минуттан 4. Кайда киләһең? Сәгать 10 минуттан 4 тула. Әйдә тизрәк. Алло, һин кайда? Сәгать 5 минуттан 4 тула. Нисек инде килеп итеп киләһең, мин һинең өй телефоныңа шылтыратам. Дорогие друзья, давайте теперь повторим порядковые числительные. Бер – беренсе, первый, ике – икенсе, второй, үс – үсүнсе, третий, дурт – дуртенсе, четвертый, биш – бишенсе, пятый, алты – алтынсе, шестой, ете – етенсе, седьмой, хигет – хигеденсе, восьмой, туғыз – туғызынсы, девятый, он – онынсы, десятый. Сегодня мы говорили об образовании числительных и научились определять время по-башкирски. Относительно времени есть еще другие понятия. Одна неделя, был однала на этой неделе, месяц, ай. Ай башында в начале месяца, год, ел. Ел буена в течение года, век, буат. Буаттар буе веками. А вы знаете, как называется эти недели по-башкирски? Нет? Тогда я вам сейчас все объясню. По мусульманскому стилю неделя начинается не с понедельника, а с субботы. Давайте изучим дни недели. Шамбе – суббота. Якшамбе – воскресенье. Душамбе – понедельник. Шишамбе – вторник. Шаршамбе – среда. Ксавна – четверг. Йома – пятница. Как всегда, в конце занятия даем дельные советы для изучающих язык. Наш следующий совет – читайте тексты на башкирском языке. Начинайте с детских книжек. Они обычно написаны легким и понятным для детей стиле. Старайтесь читать вслух. Удачи, уңыштар, хау булыгыз!